Я думаю, что без согласования с Россией, конкретно с Путиным, ни ближневосточные и нигде в мире Кадырова не примут. И поэтому я особо не доверяю вот той информации, которая вышла, что якобы Кадыров за спиной Путина хочет договориться с арабскими шейхами о предоставлении ему убежища и гарантии безопасности. Мне кажется, это не соответствует действительности. В любом случае, по той информации, которую мы имеем из дома, эта информация не подтверждается. Дело в том, что Ближний Восток принял Кадырова-старшего и в последующем его отпрыска военного преступника Рамзана Кадырова по наставлению самого Путина. И Ближний Восток ориентируется в первую очередь на Россию и на Кремль. И, конечно, для них любая реакция или просьба со стороны Кремля касаемо Чеченской республики, чеченского народа, она изначально обосновывалась на тех добрых отношениях Саудовской Аравии и других ближневосточных стран из-за отношения к Путину и к самой России. Поэтому все разговоры вокруг этой темы, что якобы Кадыров за спиной Путина хочет договориться с ближневосточными шейхами, она не соответствует действительности. Но мы также видели многократно, как Рамзан Кадыров договаривается с ближневосточными шейхами в присутствии Путина, как он в Кремле встречает лидеров арабских стран. Но сейчас как будто бы восходит звезда другого человека на Ближнем Востоке. Это Кирилл Дмитриев, который устраивает связи с Саудовской Аравией. Его популярность угрожает авторитету Рамзана Кадырова? Нет, у Рамзана Кадырова его авторитет напрямую зависит от отношения Путина к Кадырову. Путин его создавал все эти десятилетия, вкладывал в него огромные средства, ресурсы и продолжает вкладывать. И поэтому я не верю в то, что Кадыров в пику Путина или за спиной Путина будет с кем-либо договариваться. Я не исключаю вариант, что появление нового человека, представителя Путина на Ближнем Востоке, они имеют конкретно основания. Да, это бизнесмен, да, это человек, который и на Западе имеет определенные контакты и хорошие связи. И в том, что вот он появился впервые вместе на переговорах с российской делегацией, когда американцы прибыли для консультаций по возможному перемирию с Украиной, это все было связано именно с тем, что Путин начал вытаскивать свою агентуру, которую они еще десятки лет назад заслали на Запад. И они сохраняли свои контакты, они не афишировали свое отношение к Кремлю, к Путину и продолжали оставаться в тени, пока они не были востребованы. Но с появлением новой политики Соединенных Штатов Америки по отношению к России и появилась вот эта новая фигура. Но это совершенно разные по своей весовой категории и по значимости для Кремля и Путина фигуры. И поэтому один другому ни в каких мерах и ни в каких мероприятиях не может мешать или представлять какие-то проблемы. Потому что это совершенно разный уровень, совершенно разные отношения у них и к Кремле, и на Запад. Ахмед, а могли бы вы для наших зрителей обрисовать лимит возможностей Рамзана Кадырова в его выступлениях от лица Российской Федерации? Какого уровня вопросы он вообще способен решать? Артем, дело в том, что я это говорил изначально. Кадыров делает заявления, те, которые ему позволяют делать. И самостоятельно никакую роль ни в Ближнем Востоке, ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в войне Украины Кадыров не играет. Он всецело зависим от настроения, от пожелания Кремля. И он будет делать, пока Путин остается в Кремле, он будет беспрекословно выполнять все его указания. Ну, то есть, абсолютно все. То есть Кремль ему позволяет присваивать себе эти заслуги? Кремль не присваивает. Кремлю будет удобно, когда наступит определенный момент, списать на все те негативные процессы, которые на Западе воспринимаются как антизападные, антидемократические, они в последующем это спишут на Кадырова. Когда придет время,
принести в жертву вот этого жертвенного барана, который они вырастили все эти годы и вкладывали в него огромные ресурсы, материальные ресурсы, я имею в виду. Кадыров самостоятельно решает вопросы исключительно в Чечне. А все остальные вопросы и остальное поведение Кадырова, как внутри России по отношению к российским олигархам или же нелояльным политикам Путину, возможным нелояльным политикам, оно все обусловлено поручениями Кремля, которые Кадыров получает. Поэтому никакой самостоятельной роли ни в каких вопросах у Кадырова не было, кроме как уничтожения чеченцев и чеченского народа. Вот все его поведение и все, что он делал, оно поощрялось, поддерживалось, на что-то закрывалось глаза, исключительно исходя из того, что Кадыров сегодня является полновластным хозяином на территории Чеченской Республики. И Кадыров для Путина решил самую главную задачу. Чеченская Республика – это была ахиллесова пята Путина. И возможные какие-то преобразования или же массовые выступления или недовольство со стороны чеченского народа, оно связывало бы руки Путину и Кремлю для решения уже других задач, которые они для себя определили. Я имею в виду это касательно постсоветского пространства. Ситуации в Грузии, 2008 год. Они начали войну в Грузии и аннексировали часть грузинской территории именно после того, как они уверовали, что вопрос чеченский решен. Хотя он не был до конца решен, но он уже обозначились контуры и обозначилась структура оккупационная, которая всецело поддерживала и принимала решения по заданию Кремля. И в последующем и Украина, и все, что сегодня происходит, и вся эта система, которая выстроилась в Кремле, она начала создаваться и формироваться именно 1994 года, еще в период Ельцина. И вот когда этот этап окончательно завершился в 2008 или 2010 году, когда они официально признали, что контртеррористическая операция на Северном Кавказе завершена, вот после этого они открыто начали уже вести ту политику, имперскую политику и угрожать всему миру, и в частности и Европе, и Украине, и другим постсоветским странам. Поэтому для Путина Кадыров – это тот продукт и то его изобретение, которое позволило ему в последующем стать тем, кем он стал для всего остального мира. И поэтому Кадыров на сегодняшний день для Путина является тем человеком, которому он доверяет всецело.